Здравствуйте, меня зовут Ольга, и это передача «Исходный код», где мы с вами обсуждаем традиции наших предков, которые так или иначе влияют на нашу современную жизнь. В культурах всех народов мира особое место занимают ювелирные украшения. Украшая человека и его одежду, они символизировали знатность и богатство своих владельцев. Чем выше находится человек в системе социальной иерархии, тем большее количество дорогих украшений он должен был иметь и демонстрировать. Ношение дорогих украшений знатью было политически престижным. Драгоценности не только наглядно подтверждали силу и мощь рода, его богатство и процветание в настоящем, но и доказывали древность рода, а значит и право на власть. Старая легенда рассказывает о том, что китайский император Минской династии Юнле в 1410 году наградил айратского хана Мергени-Эркету нефритовым перстнем-печаткой со своим личным именем. Калмыцкие ханы передавали по наследству этот перстень. Последний из них, Убуши-хан, в 1772 году в городе Жэхе вручил его маньчжурскому императору, который оценил подарок, так как был заинтересован в знаке китайской императорской власти. В период калмыцкого ханства его руководители снаряжали большие караваны в Китай, Тибет и Монголию за необходимыми предметами культа и предметами роскоши. Поэтому многие калмычки украшали себя не только золотыми и серебряными изделиями, но также яшмой, кораллами, нефритом, бирюзой, горным хрусталем. Все эти камни были характерны для Центральной Азии, Сибири и Дальнего Востока. Династические браки калмыцких наенов и ханов с кавказскими и туркменскими княжнами ввели в обиход украшения и ювелирную технику, характерную для Кавказа и Туркменистана. После ликвидации ханства калмыцкая элита стала заказывать оружие и ювелирные гарнитуры для женщин северокавказским мастерам. Однако первичное предназначение изделий из серебра, золота и драгоценных камней было магическим. Они должны были охранять людей от злых духов, дурного глаза и других жизненных невзгод. Считалось, что серебро несет большую силу против нечистого духа, который не в состоянии поднять даже самую мелкую серебряную монету. Существовали неписанные, передаваемые из уст в уста многими поколениями в народе правила ношения ювелирных изделий. Эти, как и многие другие полезные в жизни обычаи калмыков, сопровождались устрашающими мифами. Один из этих мифов гласил, что серьги и кольца мужчины и женщины обязаны носить. Иначе в загробном мире, в царстве Эрлик-Наминхана, вместо этих украшений на ушах и пальцах будут висеть змеи. Женщины носили серьги в обоих ушах, девушки в одном правом, мужчины в одном левом ухе. В этом проявляется традиционное для монгольского мира мышление в стиле бинарной оппозиции, согласно которой душа женщины находится в правой половине тела, а душа мужчины в левой. Поэтому серьгу, кольцо и нож мужчина носил слева. Женщины носили большие висячие серьги. Особенно были популярны сережки с 5 красными камнями. Это число соответствовало 5 умам, 5 видам чувств, и бытовало общепринятое мнение, согласно которому в ушах полагалось носить золото, как способствующее работе ума, на шее серебро для защиты души, а на руках медь для охраны здоровья. Серьгам придавалось особое значение. Допускалось, что человек мог обеднеть, но с серьгой расстаться не должен был. Так одна старинная поговорка осуждает поведение пьяницы, который напивается до такой степени, что может потерять серьгу. Известно, что свадьба как сына, так и дочери влекла за собой значительные материальные затраты. Несмотря на помощь родичей, родителей, чтобы не ударить лицом в грязь, часто отдавали за дочерьми последнее, что имели, чуть ли не серьги. Недаром в народе говорилось: тот, кто отдает дочь, отдает и серьги. Девичий пояс был символом чистоты и непорочности хозяйки, олицетворением целомудрия девушки. На больших праздниках особое внимание всегда обращалось на пояс. Пояса были разные для повседневной жизни и для торжественных случаев. В
В небогатых семьях пояса были узкие, кожаные, с серебряной пряжкой и навешенными серебряными монетами. У более зажиточных людей девичьи пояса были полностью из серебра, без кожаной основы. Серебряные звенья гибко соединялись друг с другом, пояс был прочный и легкий. Девушки носили кольца, но только на мизинцах обеих рук. Девушки на выдане носили украшения подороже. Когда девушка выходила замуж, она надевала на свадьбу наследственные украшения. Эти украшения могли перейти только к дочери или, если не было дочерей, к внучке. Недаром говорится, что материнская судьба, наследие, не продается. Таким образом, девушка забирала свою дочернюю часть наследства. Женщины носили кольца на всех пальцах правой руки, часто украшая свои руки сразу несколькими кольцами. К слову сказать, носили кольца и священнослужители. В женском платье пояс отсутствовал, но оно украшалось пуговицами, именно декоративными. Именно для этого цикдека я решила сделать пуговицы. Тоже меня погорели пуговицы из Рэм, они были на платье. Вот. И мне очень захотелось, чтобы и этот цикдек тоже обрел пуговицы. На старинном цикдеке были утраты пуговиц, то есть было видно место, где они были пришиты. Вот. И я приняла решение, что и в этом образце будут калмыцкие пуговицы. Данная пуговица, она состоит из двух частей. Сначала мы сделали все полностью вручную, и потом этот макет уже отдали для того, чтобы сделали резинку с этого макета и уже отливали по этому образцу другие пуговицы, да, чтобы их немножко растиражировать. Если серьги, кольца, браслеты встречаются в материальной культуре многих народов мира, то такуги характерны только для калмыцких женщин. Это подвески из металла, обычно серебряные, изготовленные в форме, отдаленно напоминающей наконечник стрелы. Их происхождение, вероятно, связано с поверьем, что жизненная сила человека хранится в волосах. Этот образец тукуга меня тоже поразил своей красотой. Он хранится в музее Пальмова. Его можно увидеть в экспозиции, кто захочет. Вот. И я решила повторить этот вариант. Вот, он очень красивый. Сейчас это только в процессе. Еще будет чернение, и камушки я тоже поставлю. Но такуги традиционно имели еще и магическое значение. Не раз в эпическом цикле Джангар мы встречаем сюжет о чудесном исцелении раненого героя. Не исключено, что само слово «такуг» означает «стрела для битья». Если стрелы, возможно, оставленные прежде воинами или охотниками, находили там, где упала молния, их считали буудалами, то есть стрелами драконов, и использовали в старину как средство для лечения больных. Замужняя женщина носила две косы, в одной правой. Она по традиционным представлениям хранила свою жизненную силу, а в левой – жизненную силу мужа. Поэтому замужняя женщина берегла свои волосы от постороннего глаза и никогда ни перед кем не могла появиться простоволосая. Для этого на косы одевали специальные чехлы – шеверлыки, сшитые из бархата, плиса или шелка, но всегда черного цвета, которые снизу заканчивались такугами. У очень многих народов, у калмыков в том числе, девичий костюм сближался с мужским костюмом. И только во время свадебного обряда девушка незамужняя переходила в другой статус, в статус замужней женщины, и полностью меняла прическу и костюм. Она надевала платье женское и поверх обязательно надевала безрукавку. Заплетала две косы, прическа замужней женщины, в отличие от девичьей прически, которая носила одну косу. Эти две косы женщины-калмычки, так же, как и все айратские племена, вкладывала в такие черные накосные чехлы. Это имело, кроме декоративного значения, и символическое значение, поскольку женщина, пришедшая из чужого рода, должна была оберегать, а в волосах заключалась основная сила женщины. И в то же время это был и
охранительные функции имела и для самой женщины, которая не могла показывать свои волосы при посторонних. И она обязательно должна была носить головной убор. Если девушки не обязательно носили головной убор, сверху не закрывали макушку головы, то женщины замужние всегда носили головной убор. И вот этот вот головной убор, который мы видим на манекене, который представлен в костюме, называется халмак. Это головной убор замужней женщины. Он имеет очень интересный фасон, который не встречается ни у каких других народов, ни монголоязычных, ни соседних, там, тюркских и так далее. Этот головной убор имеет такую высокую околыш, который имеет разную ширину. Широкий околыш, светлый, это символизирует женское начало. И он украшен вышивкой, орнаментом, который такой арочный геометрический орнамент, который называется, как бы символизирует копыта жеребенка. А более узкая полоса этого головного убора, темная мужская половина, она вышита растительным орнаментом, золотыми нитками. И вот это соединение мужского и женского начала, которое происходит, когда женщина приобретает статус уже замужней женщины, она в себе заключает силы, жизненные силы женского рода и мужского рода, свои и мужа. То же самое касается и двух кос. То есть одна коса включает силу, женскую силу, вторая коса заключает в себе волосы, силу, жизненную силу мужчины. Калмыцкие мужчины также носили кольца на среднем или безымянном пальцах левой руки и серьгу в левом ухе. Право носить серьгу имел только женатый мужчина. По серьге и кольцу всегда можно было определить семейное положение мужчины. Мужские серьги были в виде колец, серебряные или золотые, часто с жемчугом или кораллом. Важной частью мужского костюма был пояс, появиться без которого перед людьми было невозможно. Мужские пояса изготовляли из сыромятного ремня, на которых надевали серебряные, черненные различными узорами звенья. Такие пояса часто заказывали кавказским ювелирам и назывались черкесский пояс. Серебряные пояса иногда покрывались позолотой. Мужские пояса были тяжелые, массивные, широкие, с пристежками для необходимых мужских принадлежностей.